Братские узы важнее всего. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, для кого Таджикистан стал спасителем. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. В условиях аномально холодной погоды для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и объектов социальной сферы в Сурхандарьинской области начались дополнительная подача электроэнергии из соседнего Таджикистана, сообщает пресс-служба региональной электрической сети этой области Узбекистана. В сообщении говорится, что с минувшей среды 18 января 70% электроэнергии в Шурчинском, Алтынсайском, Кумкурганском и Джеркурганском районах и 90% в Бандиханском, Кыргызском, Шерабадском, Байсунском, Сарьясийском, Узунском, Динаусском районах поставляется из Таджикистана посредством подстанции Регар-500 по линиям 220 кВт Регар-Зарчоп и Регар-Шербат. Отмечается, что Узбекистан с апреля 2018 года закупает таджикскую электроэнергию в зависимости от спроса на нее. Между тем, таджикская электроэнергетическая компания Барки-Тачик неоднократно опровергала поставки электроэнергии в Узбекистан в осенне-зимнем периоде. Руководство компании утверждало, что в эту соседнюю республику электричество экспортируется исключительно в весенне-летнем периоде, когда в Таджикистане существуют излишки. Барки-Тачик отмечали, что с сентября до мая таджикская энергия в незначительных объемах до 40 мегаватт поставляется только в Афганистан в целях сохранности линий электропередачи. Как вы относитесь к этой ситуации, что с одной стороны мы помогли нашим соседям и братьям, а с другой стороны, что нам все это время врали? Согласно данным статистического ведомства Таджикистана, в 2022 году экспортировал электроэнергию на сумму свыше 106 миллионов долларов, что на 10,5% больше по сравнению с 2021 годом. В самом Таджикистане с наступлением осенне-зимнего периода сложилась острая нехватка электроэнергии. Жители сельской местности жаловались на ограниченную подачу электричества. Круглосуточно обеспечивались только сравнительно крупные города страны. Власти республики в начале прошлой недели объявили через государственные телеканалы о полном снятии энерголимита по всей республике. Однако наступившие аномальные холода еще более усугубили ситуацию с энергоснабжением. Периодические отключения электроэнергии за последнюю неделю стали обычным явлением даже для жителей столицы. Как вы думаете, можно было бы решить эту ситуацию с электроэнергией заранее или подготовиться как-то к холодам? Ведь все говорят, что, судя по происходящему, никто не подготовился к ним. И как вы относитесь к тому, что наша электроэнергия поставляется за рубеж, особенно в зимний период? Да, конечно, прекрасно, что мы помогли нашим братьям-узбекам пережить эти холода, но по факту таджикам эта электроэнергия тоже нужна была. Свое мнение по поводу всего этого, свои мысли. Возможно, вы знаете, как выйти из этой ситуации можно было иначе. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.